Ну что, и завершает серию моих видеолекций лекция про отношения с партнерами. И это очень важная часть про то, что вроде бы как у нас состоялась попытка понять про свои возрастные кризисы и как я сформировался. Впоследствии мы с вами проговорили про такие понятия, как самооценка, отношения с самим собой. И на основании этого создали прецедент для формирования самоценности и опоры на самого себя, да. Ну и, конечно же, в этом мире, наладив отношения с самим собой, мы не можем не обойти такую тему, как отношения с партнерами. Ну и давайте посмотрим, какими они бывают. И давайте сегодня поработаем по плану, рассмотрим 3 пункта, как возможные стратегии поведения в паре, партнерство все-таки, что же это такое, и если это возможно, то как туда прийти. Значит, стратегии поведения в паре и какие они бывают. Значит, одной из часто встречающихся стратегий бывает такая стратегия, как доминирование. Что значит доминирование? Это отношение к партнеру как к вещи, части себя или продолжение себя, тому, что не имеет самостоятельного мышления, собственных чувств, своих целей и достижений. В таких союзах часто встречается домашнее насилие, может быть психологическое насилие, гипердоминирование одного партнера над другим. Возможно, как раз вот люди, вступающие в положение, в такие отношения, любят сливаться, и поэтому им нужен доминирующий человек. И, конечно же, налицо здесь такой фактор, как созависимость. Еще встречаются пары, где люди манипулируют друг другом. Если при доминировании воздействие открытое, то при манипулировании как раз воздействие скрытое. Один из партнеров не учитывает интересы другого, но если при доминировании как раз не учитывание интереса другого напрямую демонстрируется, то при манипулировании наоборот скрывается и скрываются свои истинные намерения. Манипуляции могут быть довольно продуманными, изощренными, хорошо выстроенными. Здесь используются более сложные ходы, приемы коммуникаций, возможно, сложные варианты переговоров, чем при доминировании. Да? Но как в первом, так и во втором варианте человек хочет только одного – добиться своих целей, учитывать лишь только свои интересы. Самая распространенная стратегия, любимый, обожаемый в браках формат отношений и никогда почти не осознаваемый – это соперничество. Проявляться оно может в чем угодно. В борьбе за власть, за то, кто лучше контролирует или кто лучше манипулирует, кто более ценен, кто кому больше нужен. И главная игра этих не очень свободных отношений только в соревновательности. То есть там как будто бы люди в этих парах не настроены на то, чтобы созидать свою пару, не настроены на то, чтобы создавать союз свой, развивать его и делать его прочнее, интереснее, глубже, да, а наоборот, как вот в этих 3 стратегиях, которые сегодня я уже упомянула, как доминирование, манипулирование, так и соревновательность, это про то, что как будто бы один создан для меня, партнер, я привлек в свою жизнь партнера для того, чтобы либо доминировать, либо манипулировать, либо соревноваться. Но как вы понимаете, о том, что это не совсем про здоровую форму отношений, не про здоровое проявление партнеров по отношению друг к другу. То есть здесь нет честности, здесь нет открытости, да, и здесь нет как раз вот этого созидательного элемента, который может проявиться в отношениях пары.
Мгм. И встречаемся мы с такой стратегией, она, конечно, самая желанная, и сейчас очень много говорят о ней, это партнерские отношения. Основные особенности партнерских отношений – это когда оба партнера равны. У каждого есть свои интересы, то есть каждый уже по отношению друг к другу они равны, у каждого есть свои интересы, цели и задачи, которые он решает по жизни, да, и причем эти цели и задачи могут быть как разные, так они могут быть и одинаковые. Присутствует стремление всегда договариваться и передоговариваться, то есть находиться на равных и договариваться, находить вот эти точки соприкосновения, возможности дальнейшего развития отношений. Для создания партнерских отношений важно отрабатывать отдельные навыки. Нужно посвятить этому время, потому что это переговорные фактические отношения. И здесь, если речь идет об отработке отдельных навыков, это про такие навыки речь идет, как умение коммуникатировать, да, то есть строить свое общение, умение умение общаться, при этом есть обязательным такой навык, как умение конфликтовать, потому что конфликт – это не про выражение своих негативных переживаний. Умение и искусство конфликта заключается в том, что люди научаются разрешать ту или иную ситуацию. И конфликт – это, по сути, именно разрешение противоречия, возникающие между сторонами. И, соответственно, если вам интересна или вам привлекательна партнерская стратегия отношений, то, конечно же, вот эти все навыки коммуникации, общения, эмоционального развития и умения строить конфликты, быть в конфликте, конечно, эти навыки все нужно осваивать. Осваивать, развиваться, то есть приходить на тренинги, посвященные коммуникациям или тренинги, посвященные конфликтам, и прямо научаться перенимать эти навыки и вводить их в свою собственную жизнь. Обсуждая каждую новую задачу в браке, в семье, нужно уметь договариваться, прояснять собственные интересы, интересы партнера и ваши общие интересы, и понимать, где они различаются, и учитывать все это, выстраивая отношения. То есть здесь вы видите, конечно же, что это уже про взрослую позицию, это уже про то, что оба партнера, вот, находящиеся в таких отношениях и следующие этой стратегии, находятся в позиции такого уже более-менее сформированного представления о самом себе и сформированного представления о том, как должна выстроиться их жизнь и каким образом они существуют, то есть ради чего они существуют в этой паре. Но это еще не все, то есть как бы на партнерстве мы не закончим, это еще не все. И я хочу представить вам еще одну стратегию. Это идеальный и сложный, и при этом лучший формат отношений, который называется содружество. Содружество выше и сложнее партнерства. В нем есть интересный момент. Браки на основе сотрудничества. Содружество – это мы их видим в ранних браках, молодежных. Можно назвать их детскими браками. Когда вы вступаете в брак в 18-20 лет, вы студенты, вы можете быть бедными, счастливыми и влюбленными. И у вас довольно мало ресурсов, но тем скорее вы вступите в содружество. Почему? Потому что ценность друг друга в это время изолирована от всех бытовых, материальных и каких-либо жизненно задачных проблем. Но как только они приходят, содружество рушится. К содружеству относятся взрослые, при этом разумные, рациональные, зрелые отношения. То есть мы видим стратегию содружества тогда, когда мы молоды, и, соответственно, когда мы проходим через вот эти все стратегии доминирования, манипулирования, соревнования, да, когда мы выходим на этап партнерства, то, конечно же, уже в зрелом состоянии, во взрослой позиции, в разумности, в рациональности у нас появляется возможность
подрасти и перевести свою форму отношений уже к содружеству, где партнеры приходят к ним, умея договариваться, а потом постепенно обозначают совместные цели. То есть мы уже не просто живем и существуем рядом друг с другом ради того, чтобы каждый из нас реализовался, и как нам сделать так, чтобы это между нами было взаимно, да, а здесь мы еще на этом фоне формируем совместные цели, мы обозначаем совместные задачи, у нас появляются совместные переживания, и затем появляются совместные друзья. Близкие цели, выстроенные постепенно в жизни, понимание друг друга, согласие друг с другом и есть основа содружества. И здесь главная задача согласиться не в мелочах, а согласиться в самом важном. В том, куда мы идем, или то, в чем, ради чего мы здесь живем. Да? Содружество – это лучший вариант партнерства и взаимодействия двух людей в близких отношениях. Содружество возможно в бизнесе, содружество возможно в дружбе, оно возможно в браке, оно возможно с детьми. Особенно со взрослыми детьми, да, потому что часто у взрослеющих детей родители не знают, в какую форму можно перевести свои взаимоотношения. И вот содружество – это еще одна из форм, которую можно выстроить в отношениях со своими детьми. Это тот вариант, к которому нужно стремиться. Ну и, конечно же, как вы видите, на протяжении вот этих всех лекций, очень важно заниматься самим собой, очень важно заниматься своей зрелостью, очень важно формировать свою самоценность, очень важно приобретать свою целостность, да, становиться уверенным. И все это нам помогает для того, чтобы достичь всего этого. Да, то есть наша главная задача не забывать про себя, а развиваться, заниматься собой, учиться, и если вы обнаруживаете у себя, что у вас нет каких-либо навыков или нет какого-либо понимания того или иного процесса, то очень хорошо, если вы начнете этому учиться, да, то есть находить вариант. Сейчас у нас очень много этих возможностей, и в завершении всего заманчивая, да, такая ситуация, то, что как нам прийти в отношения с этим миром, с друзьями, там, с коллегами, с детьми, в состояние содружества, да, то есть есть такие небольшие шаги, которые можно применять, и конкретно можно получить на основании этого результат. И я, конечно же, предлагаю развиваться. Развиваться, несмотря ни на что, несмотря на то, откуда вы пришли или как сложилась ваша жизнь. Почему? Потому что на моем опыте, 20-летнем опыте, я хочу сказать о том, что люди, которые выходили из тяжелых жизненных ситуаций или оказывались в тяжелых жизненных ситуациях, именно те, кто устремлялся в развитие, всегда выходили с победой. Поэтому, конечно же, очень важно развиваться, важно учиться. И это тот путь, который помогает нам обрести себя, обрести свою собственную жизнь. Обязательно нужно обращать внимание на тех людей, у кого получается, и учиться у них, то есть приходить, просить помощи, учиться и перенимать тот опыт, который у них получается. Очень важно заниматься в группах, которые направлены на развитие навыков здоровой коммуникации. Я хочу сказать о том, что если вы хотите научиться общению, да, то есть очень важно быть в группе, то есть невозможно в одиночку это сделать. И когда ко мне обращаются люди с низким уровнем социализации, конечно, я всегда рекомендую занятия больше в группе, чем в индивидуальном порядке у психолога. Поэтому, если у вас есть проблемы с коммуникацией, то очень важно заходить в групповые процессы, находиться в них и развивать навыки. Очень важно посещать психолога и получать консультации или брать сеансы психотерапии. Почему? Потому что психолог как раз и обращен своим профессиональным оком в сторону того, чего вы не знаете о себе. И у психолога есть достаточно навыков и инструментов для того, чтобы вам помочь разобраться с тем, о чем вы в себе не понимаете и что вам неведомо, да, о себе. Соответственно, когда вы расширяете представление о себе, я хочу сказать о том, что уверенности и устойчивости в этой жизни, эмоциональной, психологической устойчивости становится намного больше. Поэтому не пренебрегайте этим путем, занимайтесь собой и
Чем больше у вас будет понимания своих внутренних процессов, чем больше у вас будет понимания вообще вашего поведения, тем легче и проще вам будет дышать в этой жизни, и, соответственно, тем радостнее будет ваша собственная жизнь. Обязательно нужно работать с внутриличностными конфликтами. То есть если у вас внутри есть много противоречий или напряжения, если есть очень много невыраженных чувств, есть какие-то ограничивающие убеждения, которые мешают вам выйти за пределы и реализоваться, но вы никак не можете достичь желаемого, то, конечно же, с этим тоже необходимо разбираться. Поэтому я желаю вам не оставаться одному, я желаю вам найти группу единомышленников или искать группу единомышленников, собираться в группы, которые будут направлены на развитие навыков здоровой коммуникации, да, то есть развитие навыков коммуникации, умение конфликтовать. И, соответственно, в группах еще мы очень много получаем поддержки и признания. И пусть как раз у вас сложится все таким образом для того, чтобы вы все-таки жили эту жизнь в радость, жили эту жизнь в счастье и в благости. Значит, есть источниками для презентации является сайт, ссылка которого указана выше, да, и, конечно же, я вам рекомендую почитать книги Анатолия Некрасова. Есть книги «Живые мысли», таблетка на каждый день. Есть такая книга у него, как «Материнская любовь». Это про удушающую материнскую любовь, как она может убить все живое внутри человека. И занимайтесь, пожалуйста, саморазвитием, занимайтесь самоопределением и формированием самоценности. А на этом я заканчиваю свой цикл лекций. Благодарю вас всех за внимание и надеюсь, что эти лекции помогут вам в развитии своего собственного «я», которое приведет вас туда, куда нужно, и вы поймете свой путь, узнаете и разовьете его. Всем всего хорошего. Все 5 видеолекций для вас вела Елена Буйхаева, клинический психолог, руководитель тренинг-центра «Равновесие». Всего хорошего.